Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Укшара. Сегодня в программе. Центр избирком внес конкретные предложения в парламент для ряда изменений в закон о выборах президента Республики Абхазия. Подведены итоги программы поддерживающего кураторства и иммунизации детского населения Абхазии. Аслан Бжани отбыл в Москву с рабочим визитом. В рамках визита глава государства проведет ряд встреч с представителями властных структур Российской Федерации. Депутаты Народного собрания Абхазии приняли обращение в Государственную Думу России по вопросу урегулирования поставки нефтепродуктов в Республику Абхазия. Постановление принято единогласно на заседании прошлой сессии. Парламентарии обратились с просьбой к российским коллегам изучить возникшую ситуацию и довести до руководства правительства России позицию абхазской стороны о необходимости пересмотра постановления правительства Российской Федерации от 16 декабря 2023 года в части определения единственного экспортера нефтепродуктов в Абхазию и обеспечения возможности сохранения фундаментальных принципов рынка свободы заключения контрактов. Центральная избирательная комиссия Абхазии предлагает внести некоторые изменения в закон о выборах президента. Речь идет о конкретных мерах, которые следует принять во избежание разночтения существующих законодательных норм. ЦИК предложил парламентариям установить срок обжалования решения, изменить пределы явки во втором туре, а также установить новые условия действия графы «против всех». Почему, по мнению ЦИК, такие изменения необходимы, в репортаже Асиды Малия. Сроки обжалования решения Центральной избирательной комиссии необходимо обозначить конкретнее. Это позволит избежать недоразумений и разночтения законодательных норм, считают в Центре избиркоме. По словам председателя Дмитрия Маршан, достаточно 1 месяца. Это период до вступления избранного кандидата к законным обязанностям. Закон разрешает, соответственно, это с позиции Конституции, конституционных законов, обжаловать решение Центральной избирательной комиссии, как кандидатам, так и избирателям. Если вдруг мы неправильные решения принимаем, это будет судом установлено, чтобы это все устанавливалось до инаугурации избранного президента. Для того, чтобы мы не сталкивались с такими проблемами, когда избранный президент приносит присягу, он подписывает указы, кадровые назначения. Все это вне конституционного поля, это все незаконно. Чтобы вот таких незаконных вещей не происходили, мы предлагаем, чтобы все вопросы судебного характера до инаугурации были завершены. Согласно существующим законодательным нормам о выборах президента, максимальный порог явки во втором туре составляет 25%. Центральная избирательная комиссия считает, что процент явки необходимо увеличить до 35%. Это позволит повысить гражданскую ответственность, обеспечит активность и не только. Во втором туре мы на 10% предлагаем повысить порог явки с 25 до 35, для того, чтобы избранный президент имел больше легитимности, больше голосов в поддержку, для того, чтобы и в дальнейшем этот порог, люди чтобы понимали, что если они не придут, то выборы не состоятся. Также это будет стимулировать самих кандидатов более плотно работать с избирателями. Также Центр избирком считает, что графе «против всех» необходимо придать большую смысловую нагрузку. Согласно озвученным предложениям, если простое большинство графы «против всех» превысит голоса «за» относительно каждого кандидата, то будут назначаться новые выборы уже с другими кандидатами. Если графа «против всех» в первом туре набирает первое место, чтобы это рабочая графа была, чтобы это не просто формально было закреплено в законе, мы предлагаем, если графа «против всех» набирает первое место, назначить новые выборы, чтобы не было второго тура. И чтобы те кандидаты, которые не смогли набрать больше, чем графа «против всех», чтобы они не имели права баллотироваться в этой предвыборной кампании. Как сообщил Дмитрий Маршан, следующие выборы в президенты приходятся на 2025 год, на март месяц. Дату проведения выборов, как обычно, назначает парламент. В ЦИК надеются, что озвученные ими предложения позволят усовершенствовать существующее законодательство. И в этом вопросе они полагаются на депутатов. Асида Малия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Веерные отключения электричества в Абхазии продлены на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе Черноморэнерго. Уточняется, что отключать электричество будут по одному разу в сутки на 2 часа во всех городах и районах страны. Согласование объемов перетока электроэнергии из России происходит ежедневно на следующие сутки. Ограничения связаны с техническими причинами с российской стороны, рост потребления Юга России, плановый ремонт 4-го блока Ростовской АЭС и аварийный ремонт генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС и в Донбасской энергосистеме. Во вторник, во второй половине дня по улице Подгорной в Сухуме загорелся частный дом. К моменту приезда пожарных крыша дома была охвачена пламенем. Пожар был локализован, пострадавших нет, отметили в пресс-службе спасательного ведомства. В тушении огня были задействованы 4 пожарных расчета и 1 спасательное отделение МЧС. 2 жителей Абхазии привлечены к уголовной ответственности за незаконное хранение, перевозку и хранение без цели сбыта наркотических веществ в особо крупном размере. Далее оперативная съемка МВД. Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотического средства в особо крупном размере вменяется жителю города Сухум Кара-Осман-Оглы Эмиру Руслановичу 1999 года рождения. У мужчины при личном досмотре изъято более 5 граммов сильнодействующего наркотика метадон. Аналогичное преступление вменяется Козлову Виктору Васильевичу 1987 года рождения, проживающему в Булырыбском районе. Последний также незаконно приобрел, перевозил, храня при себе аналогичное наркотическое средство в особо крупном размере. В момент задержания на посту ГАИ БЗП вышеуказанные граждане следовали пассажирами автотранспортного средства. На период проведения расследования гражданин Козлов помещен под домашний арест. В отношении Эмира Кара-Осман-Оглы решается вопрос об избрании меры пресечения. Оперативные мероприятия по обнаружению и изъятию наркотического средства провели сотрудники уголовного розыска Бзыпского отдела милиции УВД по Гагарскому району. Расследование уголовных дел проводит следственный отдел Гагарского РУВД. Заслуженный врач Абхазии, врач-психиатр Людмила Шульгат работает в органах внутренних дел с сентября 1993 года. О ветеране труда, враче высшей категории, посвятившем всю свою жизнь профессии, репортаж пресс-службы МВД. Министр внутренних дел, генерал-майор милиции Роберт Кют принял участие в проводах на заслуженный отдых сотрудницы службы медико-санитарной части МВД, заслуженного врача Республики Абхазия, врача-психиатра Людмилы Шульгат. С сентября 1993 года Людмила Константиновна работает в органах внутренних дел Республики Абхазия в должности врача-психиатра ведомственной поликлиники. Ветеран труда, врач высшей категории, Людмила Константиновна свой профессиональный путь начинала в 1957 году. Поступив санитаркой психоневрологической больницы Министерства здравоохранения Абхазской АССР, а с 1967 года после окончания Московского государственного медицинского института имени Пирогова Шульгат работала врачом и с 1976 года заведующей отделением психоневрологической больницы. Как отметил в своем поздравлении Роберт Кют, Людмила Шульгат не только врач-наставник, но и человек с большой буквы. Она обладает скромностью и высокой ответственностью, всегда позитивной, создает комфортные для всех сотрудников условия работы. Огромное вам спасибо, на самом деле, за весь тот труд, который вы вложили в Министерство внутренних дел и многие другие организации, которые позволило, на самом деле, сохранить многие жизни и здоровым ребятам в строю находиться всегда. Спасибо вам огромное. Подготовить такой замечательный коллектив, который сегодня дальше будет продолжать вашу работу. Это, я считаю, что очень самая важная задача, которая вами была выполнена. Ну, в свою очередь, хочу вам пожелать крепкого здоровья. Мы всегда с вами рядом. Можете в любое время обращаться. Чем можем, всегда поможем. Спасибо. 31 октября 2018 года указом президента Республики Абхазия Людмила Константиновна была удостоена почетного звания «Заслуженный врач Республики Абхазия». За время работы доктор Шульгат проходила специализацию и усовершенствование по психиатрии в НИИ по судебной психиатрии имени Сербского и известных профильных центрах советского периода Российской Федерации и ближнего зарубежья. Профессия как жизнь, и сегодня доктор Шульгат, имея за плечами более 60 лет опыта и непрерывной практики, трудится на профессиональном поприще.
5 лет тому назад мы праздновали то событие, когда вам дали заслуженного врача Республики Абхазия. Мы также торжественно здесь это отмечали. Я думаю, что это тоже торжественное событие, что мы провожаем вас, но вы, как я говорю всегда, от нас так просто не отделаетесь. Вам от всего коллектива огромное спасибо, крепкого здоровья, исполнения всех ваших желаний, чтобы вы всегда знали, что мы всегда на связи. Ушли вы дома, не дома, я говорю еще раз, от нас вы так просто не избавитесь. Мы вас любим, уважаем, я думаю, весь коллектив меня поддержит. Желаем Людмиле Константиновне еще многие годы быть такой же позитивной и жизнедеятельной, доброго здравия и благополучия. Пусть ваша мудрость, чуткость и доброе сердце подсказывают правильные решения, а впереди ждет только хорошее и светлое. Доходная часть бюджета выполнена на 108%. В администрации Гулрыбского района подвели итоги 2023 года. Участники совещания, главы администрации сел и поселков выступили с докладами по отчетному периоду, после чего был заслушан отчет главы администрации Саида Харазия. Уважаемые депутаты Собрания Гулрыбского района, уважаемые коллеги, прошедший год обозначил много вызовов. Хочется отметить, что сделано немало. С Божьей помощью доходная часть бюджета Гулрыбского района за 2023 год выполнена на 108% по всем 13 показателям доходной части бюджета. При плане 312 миллионов 731 тысячи, фактические поступления 337 миллионов 871 тысяча рублей. Из них собственные доходы составили 135 миллионов 583 тысячи, при плане 110 миллионов 437 тысяч рублей, или 122%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступление собственных доходов увеличилось на 44 миллиона 075 тысяч рублей, или на 48% больше. Собственные доходы на 2023 год запланированы в сумме 90,9 миллионов рублей. Благодаря проделанной работе доходная часть бюджета увеличилась. Согласно принятым решениям Собрания Гулрыбского района, плановые показатели доходов были доведены и утверждены в сумме 110 миллионов 437 тысяч рублей. Следовательно, объем собственных доходов увеличился в 2023 году на 19 миллионов 640 тысяч рублей. Расширенный репортаж совещания в администрации Гулрыбского района смотрите в нашей сегодняшней программе. Подведены итоги программы поддерживающего кураторства и иммунизации детского населения Абхазии. Проект осуществлен педиатрами республики при поддержке ЮНИСЕФ и общественной организации «Амра-2014». Гугуца Вардания расскажет о программе и о том, что было сделано в ее рамках. В рамках программы кураторства и иммунизации детей районные педиатры посетили 50 сельских медицинских пунктов по всей Абхазии. 506 детей прошли осмотр и были привиты. Сейчас, как вы знаете, эта программа достигла завершающего этапа, и поэтому у нас есть довольно серьезные причины полагать, что мы сможем возобновить поддержку программы иммунизации и поддерживать иммунизацию в Абхазии. И поэтому так важно, вот сегодняшняя встреча так важна, потому что, мне кажется, мы можем ее использовать для того, чтобы для себя определить, что уже было сделано с одной стороны, с другой стороны, что нуждается в дальнейшей поддержке и на чем в будущем стоит сосредоточить свое внимание. Одна из главных целей программы кураторства и иммунизации – оценка положения в ФАПах. В частности, особое внимание уделялось вопросам ведения документации, наличия необходимых препаратов для оказания первой помощи, навыков консультирования и патронажа новорожденных, навыков по осмотру детей до 5 лет, выявления и перенаправления беременных и другие аспекты оказания помощи. Например, в Гагарском районе было проведено 9 первичных кураторских выездов в села. Почти во всех селах ФАПы, сельские пункты, они оборудованы. Единственное, вот у нас Бзыбский район, там ФАП находится в таком вагончике, не совсем пригодном, там жарко летом, холодно зимой. Хотелось бы, конечно, чтобы там был построен более-менее хороший ФАП. И вот в Хашупсе у нас тоже ФАП, он находится в таком старом здании, и
именно комната, где принимают детей. Она находится на 2-м этаже. И там после вот наводнения лестница, она в аварийном состоянии. Туда очень тяжело подниматься. И поэтому прием ведется в такой вот маленькой комнатке на 1-м этаже. Во всех населенных пунктах, единственная у нас еще проблема, у нас не во всех населенных этих пунктах есть работники. На Бзыбе у нас нет медсестры, у нас нет в Дичрипше медсестры. Вот. Ну, в принципе, работа во всех пунктах ведется, документация везде заполняется, консультирование детей до года проводится, патронажи. Особое внимание было уделено иммунизации. Врачи подчеркнули, что за последние 2 года процент вакцинации сильно снизился, что привело к отсутствию коллективного иммунитета. Например, коклюшем только в 2023 году заболел 691 человек, из них 40 взрослых. Массовый отказ от вакцинации приводит к распространению различных заболеваний. Поэтому в рамках проекта педиатры старались объяснить, насколько важно прививать детей. Мы работали не только с теми, кто хотел прививаться, но с теми, которые отказывались, беседовали с ними. И у нас были и положительные результаты, когда родители соглашались на эти прививки. Перед тем, как осуществить вакцинацию, за месяц проводился кураторский визит, где мы беседовали с медсестрами, с работниками ФАПа, которые должны были предварительно проводить беседу, лекцию для того, чтобы то есть родители правильно воспринимали информацию о том, почему вообще нужна вакцинация, то есть все плюсы приводили примеры, что очень много коклюша на сегодняшний день. Процент вакцинирующихся снизился после пандемии COVID-19, которая длилась 2 года, отмечают медики. Главврач инфекционной больницы города Сухум Астамур Гуния подчеркнул, что с коклюшем сегодня ситуация непростая, болеют как непривитые дети, так и их родители. Хотя подобного положения дел можно было бы избежать. Если мы смогли бы донести до людей, прививались бы, этой болезни не было бы, как в советское время. С ней можно справиться полностью. Но, к сожалению, мы не справились. Я не знаю, как можно эту ситуацию поменять. Наверное, опять-таки вот совместными какими-то усилиями донести, переиграть вот сарафанное радио, соседи, я не знаю. Ситуация, знаете, какая была? Вот в соцсетях одна женщина напечатала, да, вот просьбу. Сейчас модно почему-то коклюш лечить лошадиным и ослиным молоком. Так вот, женщина написала пост и спросила у населения, вот кто может как бы подсказать, где купить лошадиное или ослиное молоко. 300 комментариев из 300. Все ей советовали, где купить, где найти, но ни один человек не сказал пойти обследоваться и лечь в больницу. Главный санитарный врач страны Алла Беляева считает, что в медучреждениях должна проводиться активная работа по разъяснению населению важности вакцинации. Оказывается, медсестры в первичном звене на ФАПах тоже фактически не ведут пропаганду прививок. Просто они не знают, что они должны этим заниматься. Возможно, как-то можно будет провести тренинги среди этих медсестер с разъяснением их обязанностей и в первую очередь по прививкам. В завершении встречи было отмечено, что регулярные визиты районных педиатров в сельские медицинские пункты играют ключевую роль в улучшении качества медицинской помощи и обеспечении здоровья детей в отдаленных селах. Гугут Савардания, Рамо Камкия, Абхазское телевидение. Народный артист Абхазии, адыгский режиссер Касэ Хачигогу 30 января отмечает юбилей – 75-летие. Бывший главный режиссер Адыгского национального театра, экс-министр культуры Адыгеи Касэ Хачигогу – большой друг нашей страны. Именно благодаря ему в 1982 году театр из Братской республики впервые приехал в Абхазию с гастролями. И это был первый культурный мост в театральном искусстве двух народов. На счету режиссера десятки спектаклей, в числе которых впервые переведенные на адыгский язык пьесы. На сцене Абхазского драматического театра выступали труппы из Адыгеи с богатым репертуаром. А сразу после Отечественной войны народа Абхазии на сцене драмтеатра Тартюф, Мольера сыграли абхазские актеры под режиссурой Хачигогу. Репортаж Асиды Мали о народном артисте Абхазии, адыгском режиссере смотрите сразу после новостей.
И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 31 января на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью минус 1,4, днем 6-11 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.